Пожалуйста, поднимайтесь еще все, кто есть внизу. Будем славить. Аллилуйя, Господь, Отец Небесный, благодарим Тебя за Твою милость, благодать к нам. Благодарим Тебя за этот чудесный день, за Твоего Сына Иисуса Христа, которого Ты отдал за нас, который умер и на третий день воскрес. И мы здесь сегодня, чтобы праздновать Его воскрешение, для того, чтобы служить Тебе, чтобы радоваться вместе. Господи, мы просим Тебя, благослови наше собрание. Прибудь с нами здесь. Господи, мы все отдаем в Твои руки. Мы здесь собрались во славу Твою. Просим Тебя, почти нас своим присутствием. Касайся сердца людей. Пусть никто не уйдет равнодушным, Господи. И прими эту честь и славу и хвалу. Ибо Ты достоин. Аминь. Давайте мы прославим Господа, хорошо? Мы будем петь Ему, мы будем славить Его. Аллилуйя! Христос воскрес! Христос воскрес! Христос воскрес! Аллилуйя! Христос воскрес! Поистину воскрес! Звучит сегодня здесь простая истина. Христос воскрес! Поистину воскрес! С земли до небес звучит Ему хвала. Он с неба пришел для всех, чтобы разрушить грех, чтобы освободить тебя от зла. Его благодать сильна, однажды меня спасла. С ней не погибнешь никогда. Христос воскрес! Поистину воскрес! Звучит сегодня здесь простая истина. Христос воскрес! Поистину воскрес! С земли до небес звучит Ему хвала. Он с неба пришел для всех, чтобы разрушить грех, чтобы освободить тебя от зла. Его благодать сильна, однажды меня спасла. С ней не погибнешь никогда. Христос воскрес! Поистину воскрес! Звучит сегодня здесь
в Доме Божьем церкви Краеугольный камень. И сегодня чудесное утро, потому что вы пришли на праздник воскресения Господа нашего Спасителя Иисуса Христа. Пусть сегодня в нашей жизни воссияет свет Божий, всякая тьма, всякие ненастья, всякие несчастья уйдут во имя Иисуса Христа и утвердится навсегда свет и радость в ваших домах. И мы сейчас, как церковь, давайте приветствуйте друг друга. Приветствуйте друг друга. Здравствуйте, Никита. Любовь Николаевна. Здравствуйте. Здравствуйте, Дуся. Привет. Алена. Слава Богу, мы здесь одна Божья семья. Чувствуйте себя как дома. У нас очень по простоте, семейному, очень просто, так что никто не стесняйтесь. И мы по обыкновению сейчас будем в молитве простираться к Богу нашему, чтобы Господь открыл свои небеса, чтобы благодать была, чтобы наш город процветал, чтобы мы жили в здравии и в радости. И прежде чем мы приступим к молитве, мы знаем, что мы должны молиться по воле Божьей, да? Не по нашей человеческой воле. И по обыкновению мы будем говорить молитву Иисуса, как повелел Иисус, Отче наш. Все знаем, да, Отче наш? Давайте встанем, дорогие, на свои святые ноги. И будем в единстве Духа молиться. Отче наш, сущий на небесах, да светится имя Твое, да придет царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как на небе. Хлеб наш насущный дай нам на сей день, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам своим. И не веди нас в искушение, но избавь нас от лукавого, ибо Твое есть царство, и сила, и слава. Аминь. Аминь, святые. Господь, мы благодарим, что сегодня у нас есть церковь, что мы можем собраться здесь, чтобы прославить Тебя, воздавать Тебе честь и хвалу. Отец Небесный, Ты создал эту церковь и сказал, что врата ада не одолеют его. И церковь — это есть Твоя благодать и благословение, которые Ты построил здесь, на этом месте. И сегодня мы благословляем каждого, кто пришел сегодня, ибо мы все пришли к Тебе, Иисус Христос, водимые одним Духом. И пусть сегодня высвобождается Твоя благодать на сердце каждого человека, на судьбу каждого человека, в жизни каждой семьи. Да будет любовь, радость, мир. И самое главное, чтобы мы к Тебе пришли с открытым сердцем, с упованием на вечную жизнь. Ибо Ты тот, который спас от нас от всякого греха, от всякой вины. И мы сильны Тобой, Господь. И так же, как церковь, мы соглашаемся в молитве против всякой пандемии, против всяких болезней, против всяких несчастий, вирусов. И Слово Твое говорит: ранами Иисуса мы исцелены. Пусть всякая тьма уйдет, пусть больные исцеляются, пусть рождаются здоровые дети, пусть семьи восстанавливаются. Также мы благословляем ваши работы, те места, где вы трудитесь, где вы назидаете свои дела. Пусть ваши дела процветают, пусть в вашем коллективе будет мир, радость, и всегда будет избыток и благодать от Бога. И сегодня мы благословляем нашего пастора, которого Бог нашел верным, и Он поставил на это служение. Дай ему силу, Господь, дай ему еще больше помазания Духа Святого, чтобы церковь Твоя была как семья, чтобы она назидалась на любви во имя Иисуса Христа. Также мы благословляем наш любимый город, наш Якутск, чтобы он процветал. Благословляем нашего президента Айсена Николаева, благословляем нашего мэра Евгения Григорьева. Господи, дай им просто мудрости, как управлять над всем народом, чтобы город процветал, чтобы люди жили счастливо, чтобы все нужды они могли восполняться по богатству, славу Иисусом Христом. Спасибо Тебе, Иисус,
приглашаем детей. Дети... Давайте мы благословим детей. Я вот не знаю, дети сегодня они уходят вниз или они остаются с нами? Кто-нибудь знает? Кто-нибудь скажет? Тайна сия велика. Слава Богу! Дети, подростки. Здесь было. Детей прибавилось. И это еще не все. Вы знаете, для чего мы это делаем, да? Потому что в Библии написано, что смерть и жизнь, она во власти языка. Мы, как верующие, имеем власть в этом мире, в духовном. И в таком мы можем что-то высвобождать в жизни людей, чему-то запрещать. И мы призваны благословлять детей, то есть говорить хорошее, благое. Поэтому давайте мы провозгласим это в жизни тех детей, кто здесь, а также тех детей, кто в церкви, но их нет по какой-то причине. Мы их всех благословим, хорошо? Отец Небесный, благодарю Тебя за каждого ребенка, за каждого подростка, который находится здесь, также за всех, кого сегодня по какой-то причине нет здесь. Господи, я прошу Тебя, Ты благослови, как мы их благословляем сейчас, во имя Иисуса. Я провозглашаю здоровье в жизнь каждого ребенка, прежде всего физическое здоровье. Пусть всякая болезнь она обойдет их стороной. Господи, я провозглашаю также духовное и душевное здоровье. Я провозглашаю, что каждый из них, он будет иметь внутренний стержень, он будет отличать добро от зла и никогда не пойдет на компромисс со своей совестью. Господи, я провозглашаю, что люди будут смотреть на них и удивляться, как у них так все получается. Господи, благослови их, чтобы они развивали те таланты, те дары, которые у них есть. Пусть та сфера, которой Ты особенно их благословил, они будут лучшие в этом, Господь. Помоги им просто раскрыться в этом. Я прошу Тебя, Господи, дай людей в их жизни, в жизни каждого. Пусть их окружают такие люди, которые будут оказывать положительное влияние на формирование их характера, на формирование их как личности, Господь. Благослови их. Пусть Твоя рука она будет над ними, уберегая их от зла во все дни их жизни. И весь Божий народ сказал: аминь. Да будет так. Хорошо, вы присаживаетесь и... Еще раз с праздником всех! Христос воскрес! Он действительно воскрес! Слава Богу! Радостно вас всех видеть! Вы радуетесь или не радуетесь? Я понимаю, что здесь как-то у нас жарковато, душновато, но тем не менее, слава Богу за все. Я передаю вам привет с Сахалина от пастора Сергея Дымова, от нашего епископа Андрея Манжосова. Мы были на Сахалине, и там проходило мужское служение. Также было женское такое в усеченном формате. Я там служил, также словом. Вот и привет вам от всех. Чудесно знать, что когда даже на Сахалине есть верующие, такие же, как мы, которые поклоняются тому же Богу. И самое удивительное, что Бог, Он также действует. Он также исцеляет, Он также творит чудеса.
Слава Богу. И сегодня все понимают же, да, что это, наверное, самый большой праздник у христиан. Почему? Потому что если бы Христос, Он не воскрес, то что мы тогда собрались здесь? Граждане, христиане, расходимся по домам. Потому что вся суть, она именно в этом. Поэтому трудно увеличить значение вообще этого праздника. Если Христос, Он не воскрес, грош цена вообще всему. Да все равно, что, как вот говорят, там, не знаю, сделать какого-то бога там, деревянного или золотого и ему молиться. Но Бог, Он живой, и Христос, Он воскрес. Аминь. И мы песни такие пели радостные, да? Что Бог, Он воскрес. Совсем недавно, да, буквально несколько недель назад у нас наша сестра в церкви Ада, она пошла на небо, и было вот собрание, где я делился словом. И в какой-то мере я уже делился тем, что у нас есть надежда на будущее. Аминь. Что мы не должны бояться смерти. И помните, я рассказывал, я говорил короткое слово на похоронах. И когда я затронул тему смерти, в зале было очень тихо. Было очень много людей, удивительно, просто на похоронах обычно так много не бывает, там, ну не знаю, больше 70 человек, наверное, было. Люди в зал не вошли, в коридоре стояли. И когда я говорил, что мы все умрем, такая тишина наступала. Почему? Потому что смерть — это великий уравнитель. Каждый человек, он задается вопросом, а что же потом? Что же будет? И люди, они боятся смерти. Потому что человек, он не властен над ней. Все понимают, что настанет тот день, и я ничего не могу сделать. И независимо от того, сколько у тебя связей, сколько у тебя денег, мы все умрем, если Господь, Он не придет при нашей жизни. Людей это пугает. Но как мы, христиане, мы можем быть уверены вообще в воскрешении? Мы говорим, что у нас есть надежда. У нас есть надежда на будущее, на жизнь с Отцом. Почему? Потому что это обещано в Библии. Да? Я касался этого как раз вот на том собрании, что эта тема, она повторяется снова и снова. И в Ветхом Завете, потом в Новом Завете. Бог, Он не хочет, чтобы мы боялись смерти. Мы должны помнить, что она неизбежна, что в один день мы дадим отчет. Но знаете как? В книге Иова, 19 глава, 25-27 стих написано. «А я знаю, Искупитель мой жив, и Он в последний день восставит из праха распадающуюся кожу мою сию, и я во плоти моей узрею Бога, я узрею Его сам, мои глаза, не глаза другого увидят Его, и стаивает сердце мое в груди моей». Также книга пророка Иосии написано: «От власти ада я искуплю их, от смерти избавлю их». Смерть, где твое жало? Ад, где твоя победа? И все вы знаете, да, Псалтырь 22, 4 стих, что «Если я пойду долиной смертной тени, не боюсь зла, потому что ты со мной». Нам не нужно бояться вот этой вот тени смерти, которая есть над всем человечеством. Потому что Бог, Он обещал нам, что могила, она нас не удержит. В Новом
Завете также есть много надежд, прямо прямого слова. Что? Что-то не так или? Написано, что Иоанна 5 глава, 24 стих, Иисус говорит: «Истинно, истинно говорю вам, слушающий Слово Мое и верующий, пославшего Меня, имеет жизнь вечную, и на суд не приходит, но перешел от смерти в жизнь». В Иоанна 6 глава, 40 стих, он говорит: «Воля пославшего Меня есть та, чтобы всякий, видящий Сына и верующий в Него, имел жизнь вечную, и я воскрешу его в последний день». И все мы знаем золотой стих Писания, Иоанна 3 глава, 16 стих: «Ибо так возлюбил Бог этот мир, что Он дал Сына Своего Единородного, чтобы всякий верующий в Него не погиб, но что? Но имел жизнь вечную». Аминь. Почему мы вообще верим в то, что мы воскреснем? Да потому что Иисус, Он воскрес первый. Да? В Писании, в Откровении, 1 глава, 5 стих, Он назван первенец из мертвых. То есть первый, кто родился, кто воскрес из мертвых. Мы все знаем, что в Писании, в Ветхом Завете, были такие люди, которых тот же Иисус, Он, до того, как Он умер, Он воскрешал людей из мертвых, да? Было такое или нет? Но эти люди, они воскресали для чего? Для того, чтобы прожить жизнь и потом снова умереть. Но Он первый, кто воскрес и пошел на небо. И Он не увидел больше смерти. Вы согласны? Он победил смерть, написано. Смерть, она была во власти дьявола. Но Он победил смерть. Поэтому написано: где твоя победа? Где твое жало? Его могила, она пуста. Я приводил эти примеры. Чем отличается вообще христианство от всех остальных религий? Ключевая вещь. За 500 лет до Христа жил такой человек. Никогда не мог выговорить это имя, но мы знаем его как будто Сиддхартха, как-то так его звали. Он основал религию, делал очень праведные дела, поступал хорошо. Но потом что произошло? Он умер. Он умер, и его, так как там было заведено, его кремировали. Но по преданию говорят, что там зуб у него один уцелел. И сейчас есть храм зуба в Шри-Ланке. Если туда приехать, этот зуб он там. Через 500 лет после Христа был еще один человек, которого звали Мухаммед, который основал религию, много правильных вещей говорил. И у него куча последователей. Но что произошло? Он прожил свою жизнь, и он умер. И его похоронили. Его могила находится в городе Медина. И до сих пор, там, не знаю, сотни тысяч, миллионы поклонников, они приезжают туда. И если эту могилу скрыть, его тело, оно там. Его остатки. Но Христос, Он не остался в могиле. Он живой. В этом вся суть. Бог, наш Бог, Он жив. Он воскрес из мертвых. Сам Иисус, когда Он ходил, Он постоянно говорил, что Ему предстоит и что Он Сам воскреснет. Матфея 16 глава, 21 стих. Написано, что с того времени Иисус начал открывать ученикам Своим, что Ему должно идти в Иерусалим и много пострадать от старейшин и первосвященников и книжников, и быть убитым, и в третий день воскреснуть.
На самом деле, Иисус, Он часто говорил об этом, что все это прекрасно понимали. И до такой степени, что первосвященники и фарисеи, да, они обратились к Пилату со следующими словами. Матфея, 27 глава, 62-66 стих. На другой день, который следует за пятницей, собрались первосвященники и фарисеи к Пилату и говорили: «Господин, мы вспомнили, что обманщик тот, еще будучи в живых», это не про Иисуса говорят, да? «Сказал: после 3 дней воскресну, и так прикажи охранять гроб до 3-го дня, чтобы ученики его, придя ночью, не украли его и не сказали народу: воскрес из мертвых, и будет последний обман хуже первого». Пилат сказал им: «Имеете стражу, поедите, охраняйте, как знаете». Они пошли и поставили у гроба стражу и положили к камню печать. Они поставили римских солдат возле пещеры, и камень они опечатали. Знаете, как магазины опечатывают. И если бы люди они хотели, да, они могли бы сделать подлог, но как ты пройдешь мимо римских солдат? Но они не могли, эти солдаты, эта стража, она не могла удержать Бога. Его сила, когда Он воскрес, как ты его остановишь? Вы понимаете, что церковь, она возникла на 50-й день после того, как Христа распяли. Всего 50 дней прошло. Почти 2 месяца. И что нужно было вот противникам вообще церкви, это просто взять и предъявить дело, сказать: вот, во что вы верите вообще? Он умер, его распяли. Но никто не смог этого сделать, потому что Он воскрес. Он воскрес из мертвых. И помимо всего этого прочего, да, то есть мы говорили, что были свидетельства. Вы знаете, что сотни пророчеств в Ветхом Завете о Христе, которые Он все исполнил. Потом Христос, Он сам говорил, когда ходил, что «Я воскресну». И после этого еще пишется, что были люди, которые увидели Его живым. Его современники. Павел, он пишет, то есть, понимаете, да, что церковь, она возникла. Вот Иисус, Он ходил, и уже в то время были скептики, которые не верили, и говорили: наверное, все классно, да, здорово верите, но вот с этим вот воскрешением что-то вы как-то, наверное, перегибаете. В смысле воскрес из мертвых? И Павел, он пишет Коринфянам, 15 глава, 3-9 стих. Следующее. «Ибо я первоначально преподал вам, что и сам принял, то есть, что Христос умер за грехи наши по Писанию, и что Он погребен был, и что воскрес в 3-й день по Писанию, и что явился, то есть потом живой, Тихий, потом 12, потом явился более нежели 500 братьев в одно время, из которых большая часть до ныне в живых, а некоторые и почили. Потом явился Иакову, также всем апостолам, а после всех явился и мне, как некоему извергу, ибо я наименьший из апостолов и недостоин называться апостолом, потому что гнал церковь Божию». Павел говорит здесь: я его сам лично видел живым. Есть более 500 братьев, которые до сих пор еще живы, некоторые умерли уже. Но на тот момент, когда он писал, большинство из них живы. Пойдите их спросите. 1-2 человека не могут сговориться. Но там было несколько сот, которые его сами видели живыми. Большинство еще живы. Итак, обетование тому, что Христос, Он воскреснет, есть в Ветхом Завете, есть в Новом Завете. Сам Иисус об этом говорил. И также были свидетели, которые видели Его. На самом деле должно быть достаточно для того, чтобы даже самых серьезных критиков повернуть. Да? Но есть еще больше свидетельства тому, что Христос, Он воскрес.
Мы сейчас будем принимать причастие. И вы знаете, что в ту ночь, когда Иисус Он был предан, Он встречался со своими учениками, да, в комнате верхней. И мы знаем, что это последняя вечеря. То есть вечеря, это ужин называлось. И когда писал Павел об этом, вот 1 Коринфянам 11 глава, 26 стих. «Ибо всякий раз, когда вы едите хлеб сей и пьете чашу сию, смерть Господню возвещаете, доколе Он придет». Я всегда думал вот над этими словами, да, что когда вы принимаете вечерю Господню, вы возвещаете смерть Христа. Как-то странно, что мы концентрируемся не на Его воскрешении, на Его жизни, а на Его смерти. Но если глубже подумать об этом, на самом деле это не совсем так. Тот ужин, который Иисус Он имел со своими учениками, это что было вообще? Это была Пасха. У нас в русском языке Пасха, и наша Пасха христианская, и Пасха израильского народа, она одинаково называется на русском. Да, Пасха. И что это вообще означает? Пройти мимо, да? Самая первая Пасха, которая была, что это было, кто помнит? Народ израильский был в рабстве в Египте. И у Бога был план вывести их оттуда в землю обетованную. Что Он сделал? Он послал Моисея, поднял его и сказал, что иди к фараону и скажи ему: отпусти народ мой. Но фараон сопротивлялся, и вы помните, да, там были 10 казней египетских. Жабы всякие, вода в кровь превратилась и так далее, и так далее. И последнее, самое страшное было, что в каждом доме первенец, то есть самый старший там ребенок, который родился, он умер, если не были помазаны кровью косяки дверей на доме. Бог Он сказал, чтобы каждый в семье израильской, да, они взяли овечку. В русском языке, да, в Библии у нас написано агнца. Агнец это ягненок. Нужно было взять ягненка без порока, заколоть его, взять его кровь и помазать косяк на двери. И когда шел ангел смерти, и он видел кровь на косяке дверей, он проходил мимо. И он не касался этого дома. Но во всех египетских домах, так как они не были помазаны, в каждом доме умер самый старший ребенок. И израильский народ, они что должны были сделать? Они должны были быть уже готовы на утро выдвинуться. И они ели вот эту ужин, да, пасхальный. Из пресного хлеба, который должен был быть. Вот это вот первая Пасха. И потом им заповедали, да, что они должны были вспоминать об этом. И то, что Иисус, Он делал с учениками, это была Пасха. Еще раз. Агнец или овечка, ягненок, должен был умереть для того, чтобы они жили. Наш агнец, наша овечка, наш ягненок — это Иисус Христос. Он умер для того, чтобы ты и я мы могли жить. Агнец, Он умер, чтобы освободить народ израильский от рабства, вести в обетованную землю. То же самое для нас сделал Иисус Христос. Как говорят, Он разорвал оковы рабства. Он наш тот пасхальный агнец, тот ягненок. И причастие, которое мы принимаем, это в том числе послание, что мы имеем свободу от могилы. Мы имеем свободу от смерти.
Аминь. Вы не удалились? Нет. Последняя вещь. Как верующие мы принимаем обряд крещения. У нас, мы также будем скоро проводить крещение, потому что у нас есть достаточно много людей уже, чтобы подготовиться к этому. И вот у нас есть Любовь Николаевна, кстати, я сразу просто хочу сказать. Можно будет к ней подойти, кто хочет креститься. То есть вы покаялись, но вы еще не принимали водное крещение. Вот можно к Любовь Николаевне подойти. У нас есть короткие такие, я не знаю, как это назвать, курсы, которые объясняют вообще, что это такое, зачем, почему. Потому что мы верим, что когда мы это делаем, мы это должны делать осознанно. Хорошо? И потом у нас будет крещение. Так что можно к ней подойти, записаться и договориться насчет всего. Но когда мы принимаем крещение, мы погружаемся в воду. И мы погружаем нашу мертвую душу, да? Нашу старую жизнь. Это символизирует смерть. Но когда мы поднимаемся из воды, это как прообраз того, что мы воскрешаем. Да? Мы воскресли для новой жизни, для будущего, для надежды. Крещение — это не только обещание того, что наши грехи, они прощены и не остались в прошлом. Но это также обещание того, что когда мы умрем, естественной жизнью здесь, могила, она не удержит нас. 1 Коринфянам, 15 глава, с 51 по 57 стих написано: «Говорю вам тайну, не все мы умрем, но все изменимся вдруг, во мгновение ока, при последней трубе, ибо вострубит, и мертвые воскреснут нетленными, и мы изменимся. Ибо тленному сему надлежит облечься в нетление, и смертному сему облечься в бессмертие. Когда же тленное это облечется в нетление, и смертное это облечется в бессмертие, тогда сбудется слово написанное: поглощена смерть победой. Смерть, где твое жало? Где твоя победа? Жало же смерти грех, а сила греха закон. Благодарение Богу, даровавшему нам победу Господом нашим Иисусом Христом». Ребят, в этом и заключается послание Пасхи. Мы свободны от греха, и мы победили смерть. Смотришь и чувство такое, что как на похоронах. Победили или не победили? Христос, Он победил смерть или нет? Великая благодать заключается в том, еще одно кардинальное отличие христианства как веры от других религий. Ты получаешь спасение не потому, что ты хороший. В Библии написано, что все согрешили и лишены славы Божьей. Ты не можешь заслужить спасение. Написано, что грех, он приносит смерть, а за смерть, за грех, должна быть пролита кровь. И твоей крови недостаточно. Но благая весть в том, что Христос Он все сделал. Кардинальное отличие в том, что за нас все сделал Бог. В отличие от остальных религий. Где-то нужно заслуживать там плюсики себе в карму, чтобы потом с тобой все хорошо было. Но здесь ничего не надо заслуживать, не надо ничего делать. Единственная вещь, это нужно просто взять, принять и поверить. Это все. Спасение и поверить. Не потому, что ты такой хороший, а потому что Христос, Он умер за тебя. Точка. Радостная весть или не радостная? Слава Богу! Господи, Тебе вся слава! В этом радостное послание Пасхи. Он уже умер, Он уже все сделал, и потом Он еще и воскрес.
чтобы ободрение тебе быть. Он тебя там ждет. Аминь. Слава Богу, я больше не буду затягивать. Я надеюсь, что как-то вообще понятно. У нас как-то немножко все сумбурно сегодня. И как-то погода в этом году у нас. Сегодня, наверное, первый теплый день какой-то. Второй теплый день. Бог благ. И грязь во дворе. И непонятно что, да. Но Бог, Он благ. И Он уже все сделал. Мы сейчас будем принимать причастие. И я просто хотел бы сказать, что мы верим в то, что... То есть причастие — это те люди, которые принадлежат Христу. Явное видение, да. И мы верим, что... Почему мы лучше детям воздержаться? Потому что мы верим в то, что человек, он принимает крещение и должен принять в сознательном возрасте. То есть сознательный возраст, когда он понимает, не просто его маму с папой привели и крестили, да, но человек, он получает спасение сам. Ты не можешь ехать на небо на чьей-то вере, на чужом гробу, так скажем. Это твое решение. Поэтому детям можно воздержаться. Все, кто принимал Христа как Спасителя, и кто принимал водное крещение, добро пожаловать. Давайте мы поднимемся, мы благословим, просто осветим сок, хлеб. И можно будет вот с этого края хорошо приходить сюда и принимать. Давайте мы протянем наши руки и мы помолимся, просто осветим это. Отец Небесный, Господи, мы благодарим Тебя за Твоего Сына. Господи, за Твой чудесный план по нашему спасению, по нашему избавлению. Благодарим Тебя, Иисус, за Твою смерть. Что Ты осознанно пошел на крест и Ты пролил кровь. И благодаря Твоей смерти, Твоей крови мы имеем победу над смертью. Господи, мы освящаем этот сок, провозглашаем, что это Твоя кровь, которая была пролита за нас. И мы освящаем этот хлеб, провозглашаем, что это тело Твое, которое было ломимо за нас. Мы принимаем этот хлеб и этот сок с благодарностью, вспоминая Тебе о том, что Ты сделал, и принимая эту радостную вещь, что в один день мы также воскреснем, мы соединимся и будем с Тобой. И весь Божий народ сказал: аминь.
судом, возлюбил меня и ввел в свой дом. Меня ты оправдал, освободил от вины. Ты спас меня и оправдал, освободил от вины. Благодарю тебя, Дорогая церковь, по традициям, на каждом празднике детское служение рассказывает стихи и поет песни, поздравляет нашу драгоценную церковь с праздником. И сегодня мы также приготовили небольшое выступление, и наши детки будут рассказывать стихи и петь песни сегодня. Я извиняюсь, я совсем забыл, у нас есть еще одна часть служения, чтобы нам не забыть просто. Это десятины и пожертвования, просто я совсем забыл, ведра там стоят. Пока дети выходят, можно просто их пустить, и если вы что-то приготовили, ну, можно давать послужить детям. Если вы первый раз, ну, не переживайте просто. Хорошо? Не делайте ничего, что вы не понимаете, для чего вы это делаете. Это не поборы, мы делаем это добровольно. Хорошо? И я сейчас обратно верну микрофон детскому служению. Сейчас, минуточку. Одна артистка у нас еще не готова, не поднялась. Она у нас выступает в самом начале. Сами понимаете, что детей очень сложно удержать в таком неподвижном состоянии. Они у нас постоянно в движении находятся, но они все равно молодцы. Они терпеливые такие, послушные. Начали. Да. Да. Рафаэльчик, мы тебя ждем, дорогой. Так. Пока артисты собраны для первого выступления. Артисты собраны. И мы начинаем. Да. Смотрим. А можно сюда? Посмотрите, все ждут, когда вы начнете рассказывать стихи. Даша. Сейчас выступает первый Вова. Победитель смерти радость нам принес. Славьте Бога, дети, жив Иисус Христос. Говорю, мама, мне было чудо в этом мире. Все, грязь Иисус Христос. Он нас жил в мир.
Молодцы. Просто немножко некоторые еще опыт не приобрели выступления на сцене, поэтому немножко мы стесняемся и волнуемся. Стоян у нас уже опытный артист, поэтому он уверенно вышел первый. Приглашаем следующую группу. Это у нас уже средняя группа. Это была младшая, теперь средняя. Так, начинает у нас Катюша Гледова. Всей земле несется весть, Христос воскрес, Христос воскрес. Он жив и Он сегодня здесь. Бог удивительных чудес. Вот чудо первое для нас, звезда сияла, пусть несет путь, указав Христом Его, на Его. Здесь небо светило землей, веселье, где Господь простой, увидеть Бог глазами лов, не кидал всех долов. Второе чудо – жизнь Христа. Он говорил про небеса, больных проказа исцелял, и словом бесов изгонял. Он открывал слепым глаза, смирилась перед ним волна. Он никого не обижал, но всех любил и всех прощал. Вот чудо третье, сам Христос грехи людей на крест вознес. За всех лилась святая кровь и победила зло, любовь. Иисус воскликнул, совершилось, и небо светом озарилось, завеса в храме порвалась, спасенье, эра началась. Свершилось чудо из чудес. На третий день Иисус воскрес, надежду людям подарил и небеса для всех открыл. Он жив и Он сегодня здесь, Бог удивительных чудес. Сегодня хочет Он дарить, сегодня хочет Он прощать и утешать и врачевать. Сегодня хочет Он дарить надежду, счастье и покой, и хочет силой наделить и дать победу в битве злой. Христос воскрес, и эта весть нас собрала сегодня здесь. Воскрес, и эта весть Христос воскрес. Спасибо, дорогие, спасибо. А сейчас Надюша и Соня, две прекрасные девочки, они споют песню. Собрать, а
расскажет стихотворение Катюша Черепанова. Сегодня самый светлый праздник. Сегодня все во мне поет. Весенний ветерок проказник мне шепчет, Иисус живет. Христос живой, Христос воскрес. Улыбчивые лица, Христос воскрес, мне машет лес. Выходят трели птицы. Смотрю я в синь святых небес, где Он царит во славе. Христос воскрес, Христос воскрес, и Он придет за нами. Теперь Вероника расскажет стихотворение и споет песню. Проходи, Вероничка. Сегодня в мире торжествует, поет хвалу Творцу Небес. Осанна вышних, аллилуйя, Христос воскрес, Христос воскрес. Воскрес для нашего спасения от адских мук и от греха. Великой жертвой примирения Он искупил нас навсегда. Его мы будем громко славить, воздав Ему хвалу и честь, и говорить не перестанем: Христос воскрес, Христос воскрес, и пусть хвала из уст польется, и всей вселенной до небес. И гимн хвалебный воспоется: Христос воскрес, Христос воскрес, Христос воскрес, звук песни этой сегодня льется над планетой. Убита смертью мрак исчез, Христос воскрес, Христос воскрес. Да будет слава и хваление Тебе, Спаситель и Божий Сын. Величие, честь и поклонение во веки вечные. Аминь. Сейчас Вероничка споет песню. Ну скажите, кто придумал этот дождь, чтобы бегать ребятня могла по лужам? Он придет, когда его совсем не ждешь, и придет, когда бывает очень нужен. Это Он, наш Господь, держит твой дух в облаках. Это Он, держит ноги в руках. Это Он, наш Господь, властелин всех и гроз. Это Он раскинул небо яркий мост. Льются тонкие струйки скорей, все цветы спешат подставить свои щеки. Ветер кричит на углах и воротей, и парящий на бегателе высоком. Это Он, наш Господь, прячет ноги в руках. Это Он, держит ноги в руках. Это Он, наш Господь, властелин всех и гроз. Это Он раскинул небо яркий мост.
сейчас продолжение праздника. Как всегда, на каждом празднике есть очень приятная часть – это угощение. И сейчас мы приготовили вот фуршетный стол, и можете подойти к столу своими тарелочками, взять, что вам хочется, и сесть за свой стол и продолжить угощение. Пожалуйста, проходите.
дорогие наши гости, драгоценные братья и сестры. Слово Божие говорит, что не только хлебом единым, но и всяким Словом Божьим будет жив человек, да? И сейчас, перед тем, как начать наше праздничное поздравление, я попрошу вашего внимания. Наша церковь «Краеугольный камень», она образована в 2007 году в июне месяце. Зарегистрирована в Министерстве юстиции Республики Саха-Якутия. И в нашей церкви есть различные служения. Церковь наша состоит из полных семей. У нас есть дети, подростки. И также в нашей церкви служение, как вы сегодня видели, прославление, служение слова есть, служение домашних групп. Это когда мы, верующие, в середине недели или какой-либо день недели собираемся в одном месте, пьем чай, как сейчас вы собраны и пьете чай, общаемся и молимся, прославляем Бога. Также у нас есть детские служения, когда мы наставляем детей на Божьем Слове, чтобы они возрастали любящими друг друга и любящими людей ближних и верными Бога людьми. И сейчас вас поздравит наш брат Андрей Междер. Он сейчас сыграет вам композицию на саксофоне.
таланты, которые мы наделены, которые наделены братья и сестры в церкви, это от Бога и во славу Бога. И Господь дает каждому человеку мечту, чтобы Господь свою мечту высвободил в жизнь, свою жизнь, жизнь ближних, чтобы те были благословены. И сейчас будет танец, который, я надеюсь, вдохновит вас, потому что Господь всем и каждому может дать крылья взлететь.
вас. И имейте ту храбрость. И пусть у вас все высвободится, все будет в вашей жизни. Пусть ваши мечты сбываются. И теперь спасибо, сестра Людмила. Всей души, дорогие мои братья и сестры, поздравить вас с таким прекрасным праздником. Христос воскрес! Дорогие мои, мечтайте, любите, веруйте. Это так прекрасно, когда все возможно в Господе. Это я вам точно говорю, что все в нем возможно. Будьте счастливы. Мир вашему дому. Христос воскрес, истину воскрес. А теперь я хочу пригласить сюда сестру Жанну, Саянчика брата и драгоценную нашу Катюшу. Сейчас они вам подарят песню, дуэт. Христос воскрес, Христос воскрес, сияет солнышко с небес, за зимним ждем небес, Христос воистину воскрес. Пришла весна, полна чудес, Рушай души, Христос воскрес, светлее милый не словес, Христос воистину воскрес. служители прославления. А сейчас я приглашаю танцевальную группу, и сейчас они вам станцуют композицию, танец «Океан Божьей любви». И действительно, любовь Божья, она настолько многогранна, настолько глубока и широка, что это есть океан Божьей любви. Жизнь
проявлять свою красоту, свою грацию через нашу сестру и этих прекрасных девушек Сардану и Изабеллу. Спасибо вам, дорогие Катя, Сардана и Изабелла, за то, что вы украсили этот праздник. Пусть в вашей жизни будет радость, счастье и любовь. И сейчас я слово передаю нашей сестре Лене. Сейчас она будет проводить викторину. С праздником, дорогие! Как сказал пастор, сегодня у нас великий праздник. Мы празднуем победу жизни над смертью. Посмотрите, сколько умилений, радости, любви приносят наши дети. Как они искренне радуются. Давайте мы тоже сейчас с вами продолжим этот праздник радости. Вот, я вам предлагаю библейскую викторину, потому что Библию мы должны ее читать ежедневно, еженедельно. Потому что Библия дает ответы человеку на вопрос, который задумывается о смысле, о значении жизни. Кто такой человек, его предназначение. Когда наступают моменты грусти, ропота, мы можем найти ответы только в Библии. Поэтому мы предлагаем вам сейчас поиграть, порадоваться. Но так как мы люди современные, да, викторина будет необычная, кто-то уже знаком, да, с такой формой проведения. Алексей сейчас расскажет, что нужно сделать, какие здесь элементы приготовления. Называется, такая интересная кахут. Это такая интересная форма проведения викторины. Нужно будет приготовить свои сотовые телефоны. Приготовьте свои телефоны. Сюда положу. Победители ждут призы. Здравствуйте. Все берите сотовые телефоны и заходим. Кто не может зайти, попросите помощи у того, кто знает как. И заходим на сайт kahut.it. И когда зашли, вписываем номер 520 74 56 и пишем свое имя. У всех получилось, да, кто хочет поиграть? Да, 7 человек. Поднимите руку, кому помощь нужна. Кто-то хочет поиграть, но не может дойти.
4 варианта. Давайте зайдем. Все могут зайти, и там посмотреть. Как же Все дошли, да? Начинаем тогда? Олег. Все, начинаем. Все, выбирайте вариант ответа. Дается 10 секунд. Ну, кое-где 20.
Марина тихо переезжает пока. Кого заставили нести крест Иисуса? Кого заставили нести крест Иисуса? Кто, взяв тело Иисуса, похоронил его в своей новой гробнице? Пилат Авраам. Иосиф. Владимир приезжает. Кто отвалил камень от гроба Иисуса? Ветер, ангел, римляне, Иосиф. Кто отвалил камень от гроба Иисуса? Ветер, ангел, римляне, Иосиф. Да, ангел, верно. Что означает слово Голгофа? Гора, лобное место, круг, площадь. Что означает слово Голгофа? Гора, лобное место, круг, площадь. Правильный ответ — лобное место. Владимир, первый номер. Как сатана подействовал на Иуду, чтобы тот предал Иисуса? Подружился, он вошел к нему, шантажировал, доставил. Подружился, вошел к нему, шантажировал, заставил. Правильный ответ — он вошел к нему. Владимир. Какой спор произошел между учениками на вечере? Кто самый сильный, кто больше всех не будет моргать, кто пойдет в магазин, кто из них больше? Кто из них больше, верно, ответ? С кем спутала Мария Иисуса, когда встретилась с ним у пустой гробницы? С пекарем, с садовником, с плотником, с гробовщиком. Верный ответ — с садовником. Владимир. Кто трижды отрекся от Христа, пока не успел пропеть петух?
Иоанн, Петр, Павел, Лука. Правильный ответ – Петр. Владимир. Кто предал Спасителя за 30 серебряников? Варнава, Иуда, римляне, первосвященник. Кто предал? Иуда, верно. Первенство держит Владимир. Кто приговорил Иисуса к смертной казни через распятие на кресте? Прокурор, римляне, иудейский суд, разбойники. Верный ответ – иудейский суд. Верно. Сколько полных корзин осталось после того, как Иисус накормил 5000 человек? 50, 12, ни одной, 28. Верный ответ – 12. Чтение криминальных романов – популярная пасхальная традиция в Норвегии. Правда или ложь? Красная ложь, синяя тру правда. Правда. Владимир. От какого заболевания Иисус избавил тещу Петра? От какого заболевания он избавил? Слепоты, горячки, коронавируса, похмелья. Верный ответ – горячки. Во что был одет бесноватый, которого Иисус исцелил в стране Гадаринской? Робу, спортивный костюм, плащ без одежды. Верный ответ – без одежды. Владимир. По какому озеру Иисус ходил по воде? Большому, Галилейскому, по замерзшему Байкал. Верный ответ – Галилейское. Сколько человек несли парализованного, которого они спустили через крышу к Иисусу? 1, 4, 15, 2. Четыре. Сколько лет было девочке главы синагоги, которую воскресил Иисус? 12, 1, 5, 16. Думайте. Да, верно, 12. Так, Марина взяла. В каком городе жил слуга Центуриона, которого исцелил Иисус? Вифлеем, Капернаум, Назарет и Иерусалим. Вифлеем, Капернаум, Назарет и Иерусалим. Капернаум. Так, Марина опережает. Какое событие произошло на 40-й день после Пасхи? Обрезание, вознесение, крещение, домашняя группа. Верный ответ – вознесение. На какой день воскрес Иисус? 1, 3, 10, никто не знает. Свидетели там были. И все вместе сказали? Все знают. Так, Марина. В чем смысл Пасхи в Новом Завете?
раскрашивание яиц и выпечка куличей, воскресение Христа как победа над смертью, праздник, выходной. В чем смысл? И все сказали воскресенье. Что сделал Иисус Петру перед вечерей? Преломил хлеб, налил вино, рассказал притчу, помыл ноги. Что сделал Иисус перед вечерей? Помыл ноги. Преломил хлеб, налил вино, рассказал притчу, помыл ноги. Помыл ноги. И последний вопрос. Скольким ученикам явился Христос после воскрешения? 12, более 500, 100, никому. Скольким ученикам явился Христос после воскрешения? Правильный ответ. Итак, смотрим на шкалу победителей и приглашаем. Первое место. И для вручения приза приглашается Марина. Молодец. Аплодисменты. Второе место приглашается Зоя. Благодарим вас за участие. И третье место Владимир. Владимир, у которого победа ускользнула из-под рук. Спасибо вам. Спасибо вам. Спасибо, Лена. Вам интересно было? Очень. Да, очень. Читайте Библию, все это есть. В Библии еще многие другие истории библейские. И теперь я хочу пригласить нашу драгоценную сестру Маргариту. Маргарита подарит вам песню о благодати. Благодать, которая дана нам Богом. Поздравляю всех с праздником Пасхи, это чудесный, великий праздник, праздник торжества жизнью над смертью. С праздником! Христос воскрес! Благодать спасет тобой, я есть причины. Был мертв и чудом стал живой, был слеп и вижу свет. Сперва внушила сердцу страх, затем дала покой. Я скорбь души излил слеза, твой мир течет рекой. Прошел немало я скорбей, не вслух и
среди черных дней, но ты всегда была со мной, ведешь меня домой. Amazing grace, how sweet, so sound. They say a wretch like me, I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. 'Twas grace that taught my heart to feel, and grace my fears relieved. Twice crossed the sacred grace appeared, the heart I first believed. Told many gentle stories and snares I have already found. Since grace I taught me safe this far, and grace will lead me home. Пройдут десятки тысяч лет, забудем смерть и день, а Богу также будем петь, как в самый первый день. А Богу также будем петь, как в самый первый день. Аллилуйя! Будете Богу петь, как самый первый день. Пусть у вас в сердцах всегда будет песня, которая прославляет Бога. Аминь. И сейчас что такое паста? Это куличи или яйца? Или сейчас мы посмотрим в этом ролике. Порой самые обычные продукты, составляющие среднестатистический завтрак холостяка, обретают символический окрас, особенно в преддверии Пасхи. Да, Пасха – один из самых популярных праздников в мире. Но что люди знают о нем? Что именно мы отмечаем в этот день? И при чем здесь куличи и яйца? Спросим у прохожих. Как вы считаете, для чего мне эта корзинка? Я не знаю, для чего она. Встречайте русских. Раздавать, может кому-то, не знаю. Чтоб нам подарить. Вообще без понятия, если честно. Может, что-то связано с праздником? Наверное, на Пасху собрались все. На Пасху? Для Пасхи. На Пасху. Для Пасхи. Ну, типа, скоро Пасха, там все дела. Ну, что ты хочешь? Скажи, хлопцы. Да, скажите. Яйца? Да, скажите, для чего мне эта корзинка? Для Пасхи. Яйца не крашеные, свечи не церковные. Вот видите, как вы быстро меня разоблачили. Пасха. На самом деле это мой ужин, но раз вы проассоциировали с Пасхой, то поделитесь, пожалуйста, как лично вы отмечаете этот праздник? Как-то не праздную. Я состоявший. Как? Кушаю куличи. Заправив воду. Красиво. Яички, крашенки, Пасха, горилка. Да ничего. Освещаю куличи и пасхальный завтрак дома. Семьей мы собирались, все, короче, там приезжали дедушки, бабушки, типа. Ну, они тогда, наверное, напиталивались нормально, короче, и яйцами постоянно боролись, типа. Пасха, битва яйцами. Вот это просто топ. Последние пару лет, ну, типа, мы встречаемся с пацанами, просто бухаем, наверное, раз. И нет, типа, скучаю я вот этим, короче, традициям, знаешь, типа. А для меня посиделки дома с родителями. Семейные посиделки. С мамиными пасочками. Круто. Застолье. С семейным уходом. Для мамы делает самая вкусная пасха. Я привет передам. Мама, привет, если ты смотришь. Жареные шашлыки, дышали свежим воздухом. Пяток яиц, пасочка небольшая, бутылочка винца, колора. Хожу в церковь. Добрый день. Ну как жалко, что нас мало стало. И вот мы
пятницу в молитвенном служении молились, чтобы Господь этот праздник, что прошел, и что люди участвовали, говорили о Христе. А я думала, не приду. Мы по очереди с мужем ходим, а утром он говорит: ты иди сегодня, я останусь с мамой. И вот этот ролик пришел, и вот мы, верующие люди, отвечаем за духовный мир нашего города Якутска. Мы должны молиться за них и должны спросить у молодых людей особенно, что такое Пасха, что такое... Мы должны это... Наш город должен знать, что такое Пасха, и мы за это в ответе. И вот такое я откровение получила для Бога. И сегодня утром я спросила у своего старшего внука, что такое Пасха, а он сказал мне: это Рождество. И мне стало стыдно, да. Бог мне дал откровение, что я не занимаюсь своими внуками. Дома я не занимаюсь. Какая я верующая, да. Если мой старший внук, что такое Пасха, говорит это Рождество. Представляете, это какой для меня большой надо высоту брать, для семьи работать. Но семья, это люди меня сильно не воспринимают, хотя я прошла очень хороший путь, но они все равно придут к Богу. И вот сегодня настал такой день интересный. Вчера мы с внуком, убирали квартиру в одной, как говорится, квартиру убирали. И вот он участвовал. Урсун, иди сюда. Он приехал с Артемцева, Зачем? Подожди, иди сюда. Он прямо с утра просит свои деньги. Он должен 1000 рублей взять. И говорит: бабушка, когда ты мне деньги дашь? Вчера видел? Утром говорит: когда ты деньги мне даешь? Скажи, когда? Когда ты мне деньги дашь? Я придумала, смотри, вот я придумала, Бог, он творческий, он все время приходит вовремя, и не опаздывает, даже с подарками. И я вот сегодня, ему останется в памяти, да. Когда-то он деньги заработал, 1000 рублей, для него это большие деньги. И ему я Псалом 22, с 3 по 3 стих: Господь пастырь мой, я ни в чем не буду нуждаться. Он погонит меня на злачных памятях, водит меня водом тихим, подкрепляет душу мою, направляет меня на стезе правды ради имени своего. И вот твои заслуженные 1000 рублей. Вот твоя открытка. И вот это вроде бы 18 рублей открытка, и 1000 рублей вроде бы не сильно большие деньги, но для этого мальчика останется в памяти. Какой хороший праздник. И он увидел сегодня, как наши дети выступали. Ему, наверное, завидно. Я у него спрашиваю: Урсун, если я тебе буду платить каждое воскресенье проезд, ты будешь ходить в церковь? Будешь ходить в церковь? Да. Ты представляете, да? Я благодарю за эту Пасху, то, что вот Бог открывает откровение, что мы должны за детей молиться, за внуков. Видели, какая разница большая, вот дети, ходящие в церковь и не ходящие, да? Но я не знаю, я буду, конечно, отправлять деньги. Спасибо вам большое. Спасибо вам большое. Во всем да прославится Господь. И у нас есть сестры, старицы, которые сейчас остались дома. Они, конечно, очень-очень хотели прийти на праздник. И я хочу в лице церкви, всех братьев и сестер поздравить их с этим прекрасным великим праздником воскресения Господа нашего Иисуса Христа. И дорогие наши, Лариса Тимофеевна, Людмила Анатольевна, Мария Алексеевна, Мария Иннокентьевна, Евдокия Васильевна. И еще кого не вспомнила, кого не назвала. Простите меня, пожалуйста, просто вас нету, и как-то в нас иногда не чувствуется полноты. Вы нам нужны, мы помним о вас. Будьте благословенны, наши дорогие сестры. И сегодня рано утром позвонила сестра Евдокия Васильевна, и она попросила вас всех поздравить с этим прекрасным, светлым праздником Христового воскресения. И она мне продиктовала свои стихи, которые написала благодарность и прославляя Господа своего. Я зачитаю эти стихи, с вашего позволения. Ты нахтан рамахтал, Аллах набар агабар,
Modun üstte İsus'ta migin talanın kutlar, istek maktal yerderim. En südük üstüne, ayıdın kömedinen, algız ılar sılcabın, sana günü körsövüm. İsus bir yaka tirak olan, rölbet mege udun diyerer. Koğağan tığından kalkalı, üye tukarı aryalı. Baramma bulok patikserge, ayıbıt bu kadın soğuk oldu. Ağabı dindiger, Дорога, раз зря голову. Пусть у вас у всех у нас будет чистое сердце, чтобы представить перед Отцом нашим Небесным. Будьте благословенны. Дорогие друзья, наше поздравление заканчивается. Я хочу пригласить нашего брата Андрея. Он хочет еще раз вас поздравить и сыграет композицию на саксофоне. И прославить Господа Иисуса Христа. Пусть Пасха, она принесет вам свободу, радость и полноту любви в Иисусе Христе. Аминь. Будьте благословенны. Аминь. Аминь. Ага,